Итак, здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. В предыдущем выпуске я делал чипсы из щуки, юколу из щуки. В этом выпуске я хочу показать один способ, как лечить суставы щукой, то есть кожей щуки. В современном мире существует много методов лечения. Недавно я узнал вообще один такой метод, который тоже традиционная медицина, навозом коровы и разбавленным красным вином лечат тоже суставы как бы. Но буду использовать более проверенный мною личный метод, это шкура щуки. Несколько лет тому назад у меня очень сильно была застужена, получается, левое колено. Это вот в снегоходе, получается, когда едешь, самое перегреваемое от тепла двигателя и самое охлаждаемое, ну, застываемое место. От постоянных перепадов температур, собственно, там произошло у меня воспаление. И коленный сустав болел, при ходьбе он как будто бы терся. Были какие-то там постоянные такие неприятные ощущения. И Дмитрич мне посоветовал попробовать полечить суставы щукой. Они таким образом вылечили суставы Яныча. Вот. А у Яныча вообще хроническое заболевание. Он старый тракторист, водитель фуры. И у него оба колена, локти, вообще все суставы полностью болели. До такой степени болело, что Яныч говорил, что даже сходить просто по нужде в туалет, да, для него было как какое-то адское мучение. То есть, но потом, как они использовали вот этот метод, ему полегчало, и он сейчас просто бегает. Вот. Метод этот как бы полностью ваши суставы не излечивает, он и именно вот избавляет от этих вот болезненных, вытягивает оттуда, я так полагаю, всякие накопившиеся соли. И через несколько лет они опять потребуют опять лечения. То есть года 3-4 спокойно вот ходишь и не чувствуешь ничего. Сегодня мы находимся у Василия, вот, и давайте сейчас спросим про недуг Василия, что у него конкретно болит, какие у него проблемы. И я предлагаю, так как он относится довольно скептически к этому методу, сделать ему, наложить сегодня на одно колено из двух, хотя у него оба больные, одно вроде как сильнее болит, и сделать, так скажем, эксперимент. Пускай он 3 дня полечится шкурой. Сегодня я покажу ему, как нужно обматываться, что нужно делать. Также завтра, вот у него такие шкуры я принес, вот завтра он сам себе будет наматывать. Вот посмотрите, это я снимал довольно небольшой щуки шкуру, вот, кожу, вот так вот чулком, ну не чулком, а как, распорол по пузу и просто снял. Лучше снимать, конечно, не сильно размороженную щуку, когда она вот только вот поверхность оттает, и тогда она как бы легче сходит. Ну вот эта часть будет вот больше именно на суставе. То есть, сейчас чуть-чуть шкура отойдет, она с морозильника, шкуру замораживаете кожей, потом вытаскиваете и используете. Используется, желательно использовать зимнюю щуку, ну хотя и летняя тоже пойдет, но просто вот зимняя щука, когда вот ее ловишь, у нее шкура прям вот становится какая-то вот более плотная такая вот, твердая, вот, и поэтому втягивающие свойства лечебные, я так думаю, зимой у нее увеличиваются. Вот.
altan bilegen. Ага. Työ alles haamammin yrität ihan työ. Pultuuljam. On budringittano mannagalta mannagalta. Botobu. Uti attaqpanan uunnaras. Qayir kontas bulad. Hamar bar doğulungnatar. Все. Мастангуровин. Мастолава. Хочу сказать, что при запущенных формах заболевания, конечно, лучше вам обратиться к врачу, когда уже идет окостенение ваших хрящей, как бы. Вот. И в таких случаях, такие методы, конечно, могут не помочь. Они больше помогают на начальных, наверное, стадиях, так я скажу. Вот. Но мы все равно сегодня сделаем эксперимент, сделаем бандаж вот эти вот шкурой и посмотрим. И 3 дня пускай так делает, а потом вернемся в эту комнату и возьмем уже окончательное интервью и сделаем какие-то выводы для себя. А сейчас я покажу, как нужно накладывать и использовать. Кладем мясом внутрь шкурой на поверхность. Вот так. Все. И теперь вот это все обматываем такой пищевой пленкой. Повязка должна быть тугой, потому что ночью человек все равно непроизвольно двигает коленями. И когда вот лучше делать перед сном, чтобы сразу спать лечь. Вот, все. Вот так пойдет. Пойдет. Лишнее отрежем. Все. И сверху, чтобы было тепло, режим соблюдался такой вот, более-менее. Его мы тряпочкой вот так вот завернем. Сильно не надо, чтобы кровоток был. Есть еще вот такой бинт. Здесь завяжем. Все. Вот, все. Ну и теперь надо доковылять до кровати и спать. До утра. До утра, но. Так, друзья, решили мы дополнить это видео и рассказать, как снимаем кожу с щуки. Вот смотрите, абсолютно мороженая щука, вот сейчас минус 50, мы ее занесли с улицы, с балкона, и вот размораживаем таким способом. Ну, в холодную воду, обязательно в холодную, и весь лед выйдет сейчас наружу. Ну, это такой закон физики. То есть, если рыба внутри мороженая, наливаем в холодную воду ее или опускаем в воду, то по закону физики холод изнутри стремится выйти, сравняться как бы температурами. И рыба полностью размораживается буквально за 5 минут. Так, у кого большой сустав крупный, щуку используем одну шкуру полностью. Вот я разрезаю. Ножом, острый нож нужен. Вот так вот. Все, и теперь вот с этого края вот потихонечку начинаем снимать с кожи. Ну, здесь можно чуть-чуть еще надрезы сделать, потому что в этих местах вы знаете, что она очень плотно держится. Вот так вот надрезы делаем, все. Здесь вот тоже, где плавнички. Вот так вот раз. И кому как удобно, можно с хвоста. Главное ее поддеть маленько. Чуть-чуть поддеть надо.
Вот. Надо, чтобы рыба хорошо отошла. Была хорошо. Все. И сворачиваем сюда. Оп. А с этим вот так вот просто делаешь. Вот раз. Два. Три. Вот чуть-чуть побольше кусочек. 4. Допустим. Вот так вот раз. Это скрываем на выброс. Здесь вот просто вот открываете вот так вот. Вот у него вот здесь вот заканчиваются ребра. Ножик загоняете вдоль ребер до позвонка. Вот. Ведете до позвонка. А в этом месте просто вот так вот, таким вот легким движением она отходит. На. Вот так вот раз, вдоль. Вот так вот идете. Ну, хорошо не отошло, конечно. Поэтому вот. Видишь, вот. Остается вот. Собакам дальше. Пахан остался, пахан. Это нормальный. Астыргычый. Амый. Балары жарылыгын уже. Итак, прошло 3 дня. Вот мы принесли еще щуки, еще шкуры щучьи. Теперь давайте у Василия спросим, как он прошел курс лечения, так скажем, и какие у него появились мысли по этому поводу. Здравствуйте. Да, исконук ботовокпар уруннум. Исконук исти манны ходдам туган таритин. Бота деспен бүгүн урунуктак. Оса нанкбо хамдырагына үчүэгүдү болду. Ырытыл хоннагас аспатабылама төмө жүйэгүдү септайгүдү болду. Өссөн уруннакына магартуулуга жан эребил бар. Так что, друзья, можете использовать данный метод, кто решил попробовать полечиться щукой. Ничего в этом плохого нету. Я не думаю, что станет еще хуже, чем было. Но попробовать стоит. Может быть, кому-то и поможет. Рекомендую, конечно. Ну а на этом, друзья, мы с вами прощаемся. До новых встреч. И всем пока. Хорошего настроения.